Во дворе дачи семьи Колпазановых звуки волынки можно услышать часто. Веселые, заводные, протяжные и грустные. Они уносят туда, где солнце, горы и море. В далекую страну Болгарию. Этой географической точки не было на карте Коми АССР. Однако о ней знали не только в Коми, но и в Советском Союзе и даже за его пределами. Коми, Болгария. Небольшой болгарский анклав в Коми-тайге, возникший в конце 60-х годов 20-го столетия, как результат сотрудничества двух государств – Болгарской Народной Республики и Советского Союза. В 1967 году между странами был подписан договор о совместных лесозаготовках. СССР предоставлял территории под вырубку в Ударском районе, материалы для строительства, обеспечивал ГСМ и техникой. Болгарская сторона предоставляла рабочую силу. Так, в конце 1967 года на Удару прибыла первая группа болгарских рабочих и начала заготавливать лес. Часть леса по железной дороге уходила в Болгарию, 2/3 же оставалось в Советском Союзе. Таковы были условия договора. По разным подсчетам, за 25 лет сотрудничества в Ударском районе побывало около 100 тысяч болгар. Однако южане в Коми не только осваивали зеленое золото, но и строили города и дороги. А еще создавали семьи, находили новые увлечения. Для многих временная работа на севере стала долгосрочной. И казалось, так будет всегда. Однако в 1994 году, после наступления перестройки, прекратилось и сотрудничество. Лесные предприятия свернули, а большинство болгар выехали на родину. Притом расставание было не самым трогательным. Обе стороны имели претензии друг к другу. Болгары требовали, чтобы Россия выплатила компенсацию за оставляемое имущество, а российская сторона требовала, чтобы Болгария заплатила за нанесенный экологический ущерб. В итоге пришли к нулевому варианту – никто никому не должен. Это что касается политики и экономики. В судьбе людей главную роль сыграли свои законы – человеческие. А я приехал в Западном Сибири, я в Западном Сибири работал. А потом слышу разговор, маленькая Болгария в Ударском районе. А потом в Москве встретился с друзьями, они говорят, да, там Болгария. А вот там договор закончился у меня, и я сюда, и вот 30 с лишним лет уже. Тогда ни семья, ничего, а сейчас у меня и семья, и внуки, и все у меня, и куда мне деваться сейчас? Дети, 72 года, и я куда поеду в Болгарию? Тут очень нравится этот климат. Вот 2 дня была жара, она меня мучает. Лучше холод. Лучше кычет, как говорят по Коми. Скажем, в Болгарии у нас плюс 30, но там влажная жаркость. А здесь сухая жара, как-то терпимая. А у нас как-то не очень-то терпится эта жара. Лучше холод. Мы привыкли, минус 30-40. Оденем шапки, ушанки, на голову валенки, в ногах унты. И пошли на работу. Я уехал на год и больше не смог, вернулся обратно. В Болгарии я приехал, там все ребята разбежали свои, я там уже чужой, не знаю никому обратиться за помощью. А здесь меня знает, любой человек попросишь, он тебе поможет. Таких, как Петр Васильев, Михаил Камбуров и Иван Чавгов, на Ударе сейчас несколько десятков. Многие болгары, пожив на родине, вернулись обратно в Коми, получили российское гражданство и до сих пор живут на севере. Холодная Коми для многих болгар стала второй родиной. Именно о Коми-болгарах мы обещали рассказать в этой серии. Но прежде сделаем небольшую экскурсию по Усогорску, столице Коми-Болгарии. За время советско-болгарского сотрудничества было построено 4 поселка – Усогорск, Междуреченск, Благоево и Верхнемезенск. Но столицей Коми-Болгарии считали именно Усогорск. Его построили первым и, как водится, со столичным размахом. Был здесь и свой дом приемов, где принимали высоких гостей – артистов, партийных руководителей, спортсменов. Посещали покорителей тайги и покорителей космоса. Здесь в этом дом-приеме приезжал болгарский космонавт Георгий Иванов. Здесь встреча была с руководителем, еще с нашими болгарами, которые здесь работали. Я тогда работал, я его не видел. Это здание недавно выкупил местный бизнесмен. Его отреставрируют и вновь откроют. Правда, уже не для приема высоких гостей из Болгарии.
Дом построен более-менее в болгарском стиле. Снаружи оно видно, крыша как сделана у нас, так Южная Болгария в основном так построены эти дома. Еще одна достопримечательность, точнее то, что от нее осталось. Фундамент, на котором когда-то стоял трелевочный трактор. Вот он на фотографии. Именно на таких работали болгары в лесу. Но почему-то памятник с постамента сняли и увезли в неизвестном направлении. Кому-то он был нужнее. Вообще, если говорить о сегодняшнем Усогорске, это наследие болгар. После 94-го никаких крупных объектов здесь не было построено. Жилые кирпичные дома, поликлиники, школы, детские сады и другие учреждения, а также промышленные объекты. Правда, они не все дожили до наших дней. В промышленной части поселка картина не радует. Впрочем, она привычная для многих поселков нашей страны. После 90-х многое было разрушено и мало построено. И сегодня Нижний склад работает. И сегодня в Ударском районе заготавливают лес. Правда, увозят его не в Болгарию, а в других направлениях. Согласно договору, все построенные болгарами объекты, жилые и промышленные здания, дороги переходили Советскому Союзу. И сегодня в школе учатся дети, в поликлиниках лечат, а в Доме культуры несут культуру в массы. Здесь находится Дом культуры. Это наши строители, которые строили этот Дом культуры. Справа от двери заложена капсула в будущем поколении. Пожелания были и так далее. Я думаю, что до сих пор она стоит там. Там было на 2 языка. Написано на русский и на болгарский язык. Перед клубом памятник болгарскому коммунисту Георгию Димитрову. Вряд ли дети, бегающие вокруг монумента, знают, кто это и почему именно болгарский революционер стал символом их поселка. Кстати, такой же памятник стоит и в Сыктывкаре, на улице Димитрова, отголоски советско-болгарского содружества. А это уже здание бывшего молодежного центра. Здесь свой досуг проводила продвинутая усогорская молодежь. Это была самая, наверное, современная, ультрамодная дискотека. Называлась «Молодежный центр», «Молодежский центр» по-болгарски. Была очень современным на тот момент оборудованием. И кофемашина, и с подсветкой пол, очень хорошая музыка, хорошая акустика. На выходные здесь всегда было много молодежи. Алкоголь там отсутствовал полностью. Строго безалкогольные. За попытку проноса можно было в те времена, уже можно было попасть в список, больше не зайдешь. Дискотек в Усогорске было очень много. В подвалах почти каждой пятиэтажки в Усогорске был клуб у какой-нибудь бригады. Днем можно было просто зайти, заказать себе кофе, сок, лимонад, посмотреть видеофильм, тогда же модно было, видеосалон, кассеты. Для досуга что-то люди думали, делали. Именно с совместных вечеров отдыха началась совместная жизнь Виктории и Ангела Колпазановых. Молодые ребята, болгары, бегали на танцы в соседний Кослан. Там был клуб и коми-девушки. На каждые танцы к нам приходили болгары. Много девушек вышли замуж за них. Они хорошо одевались, манеры у них были другие, пили мало. Болгарские парни из Усогорска 2 часа пешком шли на танцы, а потом возвращались также. Моя тетя и сестра вышли замуж за болгарина. У нас уже традиция такая сложилась. Ангел. Вначале все удивлялись его имени, а он мой ангел-хранитель по жизни. Пожизненно ангел-хранитель. Ревновали наших девчат, потому что болгары очень красиво были одеты. Приехали в джинсах, в джинсовых куртках. Они так красиво были одеты, а наши-то... Что тут достать было? У нас местные мальчики не делили этих... Девчат своих не хотели давать болгарам. Конечно, это было. Дрались, все было. Но, тем не менее, сегодня вот подрались из-за девочек. Через 2 дня они уже друзья и товарищи. Все. Очень весело жили в наше время, когда болгары тут были. Они вот в Кослан приезжали на танцы. Танцы были шикарные. После танцев, потому что в 10 часов уже уезжал автобус. И вот эти болгары с девчатами, с нашими местными встречались. И они ходили по поселку. Там гитара, там гармошка. И все возле речки. Такие вечера были. Вообще замечательно. Чтобы вернулись те времена обратно. И так бывало, что до утра автобус кто дожидается, а кто пешком болгары идут. Возвращаются. Потому что рано они работали. 17 километров часто ходили пешком?
Возле Я речки один меньше, раз только, если вы- потом купил мотоцикл. Я всегда пугала родителей своих. Они, значит, меня вечером не пускают гулять, и они мне говорят: так, у тебя режим 10 часов, чтобы ты была дома. Я говорю: нет, если я задержусь чуть-чуть, папа говорит: ну все. Я говорю: слушай, если ты, говорю, будешь возмущаться, сейчас я выйду на улицу, за первого встречного болгара выйду замуж. Все. И он так боялся, чтобы я далеко не уезжала, чтобы я была в Кослане, а не уехала куда-то в Болгарию. Но видишь, меня-то он уберег, а сестру-то нет. Все равно она поехала в Болгарию, и болгара себе нашла. Ангел и Виктория в 1994 году тоже уехали в Болгарию. Жили там 8 лет, а потом вернулись. Говорят, ностальгия по северу стала слишком сильной. Сегодня именно на даче Колпазановых и собирается большая дружная семья Коми-Болгарии. Ну вот, собираемся. Ну, единственное наше спасение. Звоним, созваниваемся друг друга. Ангел, есть у тебя возможность? Почему бы и нет? Ну хорошо, давай договариваемся. Все уже заранее мы купили, пришли сюда, подготовили, посидели, поговорили между нами. Ну как, в основном мы разговариваем на болгарский, чтобы хотя бы язык не забыть. То мы соберемся, чтобы порадоваться, и потом это вспоминаем еще недели, 2, опять соберемся, опять вспоминаем. Это нас греет, зато и не мерзнем. Были тут и до 60 градусов температуры были. Я скажу. Ну, не могу терпеть. 52 градуса было в 78 году. Кран упал, железо ломается. На 104-м километре в Усогорске минус 61, Благоево 59 и в Междуреченск 58 градусов. Я конкретно знаю, потому что, можно сказать, я МЧС. Тогда не было МЧС, тогда мы пожарная охрана. У нас градусник не врет. И это зафиксировано было, потому что мы передавали сводку в Сыктывкар. Так что Радку, может, с тракторами там разбирался где-то в лесу, а мы-то разбирались с температурой и жизни людей обеспечивали. Я эвакуировал Чимский поселок, тогда заморозили весь Чим, и тогда эвакуацией занимался. Эвакуировали всех детей в Благоево. Вот так с горячими спорами южная кровь на севере не остывает, но все душевно и по-семейному. Росинка и полна легнала. Рудовська кабагайда, рудовская музыка. Дедуся родил Орфей, чтобы с горы спускаться вниз, чтобы ехо было. Когда мои деды были живые, вот они чабанами были. Кихая, это типа министр чабанов, мой прадед был. И у него Шурень так играл, что волки не могли трогать овец открытыми пастями. Такая сказка, присказка есть. Но обычно это использовалось для чабанов, потому что овцы разворачивали, вот так. Чабаны играли. А потом пошло в народ уже и все. Чтобы сыграть, надо представить себе горы, красота, зелень, молодые люди. Вот. Тогда и музыка удается. А так не получается ничего. Этой коми-болгарской гайде, волынке, уже больше 40 лет. Семейная реликвия Дмитрия Марчева. Конечно, кожу на инструменте меняли. А вот дудки привезены из Болгарии. Раньше на гайде играли в горах Болгарии. А лет 25 назад звуки волынки были слышны и в Коми-тайге. Самая здоровая кожа, самая крепкая, которая, это из рыжая коза. Это из козла. Это козел Кривого.
село Кривое на Вашке там. А, да? Да. То есть это такой... Это местный. Это коми-болгарская гайда, не чисто рудовская. Зимой даже на 40 градусов не играли, ну где-то минус 10 градусов было, давали концерты. В лесу? В лесу, Волынкой? в бригадах ездили с концертами, с программой. И как волынка в тайге звучит? Ну, звучит. Мы же с оркестром-то были когда-то. Хорошие времена. Тряпочки, они туда специально зашиваются внутри типа песочка. Они очень хорошо крутятся вот так. Особенно у женщин, которые танцуют у нас танцы болгарские. И они постоянно у них вертят, вот, и танцуют, и они руки не перестают, их вертят. Вот у нас такие танцы. А тут мы, мужики, так, первый, который ведет. Несколько лет назад болгарская община создала свой танцевальный ансамбль «Китна Тракия». Теперь ни одно мероприятие в районе не обходится без зажигательных болгарских танцев. Одно «но». Болгарок в коллективе категорически не хватает. Мы привезли из Болгарии вот передники, которые женщины одевают. Как положено, цветок всегда у женщины, в белом платке. И вот у нас болгарок нету. У нас только болгары. У нас все, которые тут болгары остались, они все женатые на русские, на коми. Когда мы танцуем или бывает когда-то мероприятие, должны быть, болгары, должны быть и болгарки. А где эти болгарки? Вот они у нас и болгарки. И часто приходится играть роль болгарок? Да всегда, когда нужны болгарки, всегда играю роль болгарок. Куда деваться? Внешность тем более подходит. Всегда путают, болгарка я или нет. На помощь приходит Маргарита из Центра национальных культур Усогорска. Во время болгарских мероприятий она становится болгаркой. Поэтому это вот натуральные, истинные болгарские. Когда я одеваюсь в костюм, говорят, ты истинная болгарка. Приходит Рита, у нас намечается. Я говорю, я уже знаю, я хотела вам звонить. И поэтому... раз месяца 3 точно приходится быть болгаркой. Культуру нужно сохранять, в мыслях привлекать молодых болгар, пусть это смешанная кровь, но цель такая, чтобы традиции были живы. Говорят, любовь к своей культуре начинаешь сильнее ощущать вдали от родины. Возможно, живя в Болгарии, многие герои нашей передачи не так много придавали значения сохранению языка и традиции. Ведь это было бы частью жизни всех вокруг. Они и так были бы болгарами, без лишних доказательств. Здесь же только от них зависит, останется ли еще что-то болгарское в коми Болгарии. Да, как сказать, у нас костюмы очень разные в Болгарии. Очень разные. Вот тут у нас это просто так имитирует, как у вас лапти. У нас сделано это из свинской кожи. И у нас называются они цервули. И вот, чтобы его надеть, это цервул, потому что оно от свинской кожи, оно очень твердое. Это называется типа как портянка. Оно шерстяное, белое. И вот ее наматывает, как портянку надевают, а потом его, она очень длинная, прямо до самой коленки, а потом вот такой черной веревочки его завязывают, чтобы он не упал. Мы всегда с поясом. У нас носили шаровары деды, шерстяные. Хоть на улице плюс 35 градусов, он все время в шерстяных шароварах ходил. И пояс у него тоже был вот такой красный. Мы как дети, мы его держим, два внука держим, а дед по комнате ходит, его наматывает. Наматывает. И что самое характерное? А если дед купит что-то, например, вафельку там раньше, или конфетку, он всегда в пояс. И вот когда он придет к нам, дома как вернется, мы, как дети, внуки, у деда смотрим в пояс, что там есть. И вот эти старые люди, когда они жили в те времена, никогда у него ни у кого не болела ни поясница, ни спина. Пока одни поют и танцуют, другие готовят болгарские блюда. Это кебабчи по-болгарски. Мясной фарш на газированной воде и пиве. Чтобы кебабчи были мягкими и воздушными. И в качестве приправы тимьян. Очень вкусные блюда, болгарские, именно мясные. Но это пальцы ближе. В этом году был в Турции. Мусульмане свинину не кушают. У них индейка, курица, говядина немножко. А в Болгарии одна каварма. Одна ихния. Одна мусака что стоит? Это там
Одну вот такой кебабчик покушаешь. Они должны быть ровные. Поэтому так мы делаем. Иначе никак по-другому не делаешь ровное такое. Длинное и ровное. Вот. А вот это уже ароматная банница. И, надо сказать, вкусная. Выпечка с очень простым рецептом. Очень тоненькое тесто, как бумага. Очень тоненькое. Но в данном ситуации здесь такого нету. Мы покупаем лаваш. Брынза, яйца, растительное масло. В селе, вот придешь в гости, мама сразу банницу сделает, поставит, нарежет, готовая, хорошая, вкусная банница. Буза, такой напиток из ячменя. Тоже национальный. Буза, Как да. русский И они кисель. именно это буза, это банница берут, все, больше тебе не надо. Позавтракам вкусно, приятно. У нас в Болгарии, например, не как тут русских пьют чай, тогда идут на работу. У нас такого нету, мы на ходу. Утром встал, пошел на работу, киоск, мимо киоска прошел, банечку одну взял в руки или там бузу, и на ходу можно его, эту банечку кушаешь, выпиваешь и на работу идешь. Пейте со смене. Ела да видишь ты высогорские красоты. Ела да видишь ты высогорские красоты. Река Мезена течет, рыба семга как коловень. Эта песня болгарская народная, пели ее в Болгарии, а когда наши болгари приехали сюда, мы, в общем-то, я слова переделал их. И всем нравится, и всем хорошо. Про что там поется? А там поется, что мужик, который приехал с Болгарии, здесь работает, что ему постоянно в тайге надо на заработки, а когда на выходе он идет, рыба съемка. Очень хорошо клюет на Мезен. Река Мезен течет, рыба съемка клюет хорошо. 22 марта 80-го года я приехал здесь. Не женатый, ничего, с одними порванными джинсами, как обычно, мода была такая. Приехал сюда, поработал месяцок-два, думаю, ну нафиг. Не понравилось. Заработаю деньги на обратный билет и уеду. Как видите, не заработал. Я, например, в Болгарии не ловил, потому что некогда было. Все на работу, все на учебу. А тут приехали ребята, давайте пошли на рыбалку. Сначала мне было интересно, а потом я зажегся. И тут летом комары, зимой собачий холод. А потом как-то понравилось. И вот 38 лет я уже. Тут у меня и дети, и внуки в городе. И остались и тут жить. И не собираетесь в Болгарию? Наверное, тут и помрем. Приехал на заработок. Хотел завести дома, там построил в Болгарии. Приехал тут, хорошо зарабатывал, деньги заработал, думаю, на машину заработал. 3 года отработал, потом ездил в отпуск, вернулся, еще год отработал. Когда вернулся, моя жена тоже заработала, и я опять вернулся сюда. Жизнь тут обосновалась лучше, чем в Болгарии. Население Коми Болгарии раскидало на 2 страны уже четверть века назад. Кому-то действительно удалось заработать на дом и машину и уехать на родину. Кто-то увез туда свою Коми-жену. А кому-то родиной стала сама Республика Болгарии, как для ангела-хранителя Виктории и их гостей. В любом случае, о тех временах и у Коми болгар, и у тех, кто вернулся на родину, самые теплые воспоминания. Не хотели уезжать, но политика-то, договор закончился, и все, и уехали. Все это господин Горбачев. Ну, так, перестройка-то. И здесь было, и Болгария тоже плохо было тогда, когда это все это крутнулось. Людей жалко, работы нет. А ведь там очень хорошо. Мы жили в курортном городе Велинград, в горах. Там сосновый лес, природа почти как в Коми. А мужу тут нравится, ходит на рыбалку, по грибы. У них ведь тоже грибы растут, и даже черника в лесу есть, только клюквы нет. О годах, прожитых в Болгарии, Виктория вспоминает с теплом. Выучила там язык, устроилась на работу. Семья ее ангела приняла невестку хорошо, так же, как семья Виктории, болгарского зятя.
Не было никаких преград. Он принял наши традиции. Когда собираемся с семьей, вместе поет коми песни. И я приняла его традиции. И в Болгарии ко мне очень хорошо относились. Там живет замечательный народ. Бурьез. На нижнем складе там двоюродный брат работал как мастером. И он сказал: работу найду, только приезжай. Приехали вместе сюда с мачехой брата. Устроились на нижнем складе, там в Верхнемезенск. Очень тяжелая работа нам показалась. Я такой человек. Я один раз встретился с этой женщиной, полюбили друг друга. Мне больше никто не расстанется. Свою семью люблю, и куда скажут, там и поеду. Вот сейчас надумали в город приезжать, вот все это хозяйство придется опять бросать. Ну, там уже внуки появились. Наверное, там интереснее будет. Двор дачи Ангела и Виктории разукрашен разными картинами, в том числе и в болгарском стиле. Это уже ностальгия по далекой и теплой Болгарии. Коми, коми, градина от бори бреза. Коми, коми, каляваш ти млади сердца. И напоследок еще пара местных достопримечательностей, связанных с болгарами. Сегодня в Усогорске с болгарами плотно работают в Центре национальных культур. Здесь проводят мероприятия, здесь же можно узнать о болгарах, об истории сотрудничества двух государств. А на стенде увидеть фотовыставку. Внештатная болгарка Маргарита расскажет и покажет все. Ну а вторая достопримечательность находится недалеко от Усогорска. Местечко Иван-Йоль. Йоль по коми лесной ручей, а Иван, кажется, имя того самого болгарина, который нашел этот источник. Здесь 120 лесовозов в сутки проходили. И каждый человек забирал себе водичку там попить, и это восстанавливается, это лицо помоет, это освежится и так далее. Много усогорских, Костанесы, которые приезжают, всегда останавливаются и воду отсюда забирают. Чистая вода, пробовали, мы ее сдавали на проверку. Нету ни вредных примесей, ничего нету. У меня дети другую не пьют. Как водится у болгар, места обустроили, поставили скамеечки, столы. Здесь теперь проводят праздники. В прошлом году мы здесь очень хороший праздник провели, наша болгарская диаспора, вместе с коми, с Берчаки здесь праздники. И назывался здесь «Живи, родник, живи». В лучшие годы, это ближе к концу 80-х, население Усогорска достигало 12 тысяч человек. Сейчас здесь проживает чуть больше 5 тысяч. И только 1% населения составляют болгары. Их немного, но они делают все, зависящее от них, чтобы сохранить свою культуру в маленькой Болгарии. Коми, коми, градина, отбор и бреза. Коми, коми, каляваш ты млади сердца. И сейчас о советско-болгарском сотрудничестве неоднозначное мнение. Оно касается и экономики, и экологии. Говорят и хорошее, и плохое. Но в одном можно быть уверенным. Этот договор изменил судьбы многих людей. Благодаря ему местные в кои-то веки узнали про социалистический рай в отдельно взятом месте. А для сотен болгар наш северный край стал настоящей родиной. Добре дошли!